Хайрлы күн, дуслар. Добрый день, друзья, наши подписчики. Напишите, пожалуйста, в чате, слышите ли вы нас, как качество звука. Так. Ребята, давайте поактивнее, поактивнее. Как вы нас слышите? Напишите в чате ваше, как вы слышите нас. Хороший ли звук? Картинка стоит, да. Перспектива, актуальность написания татарской камасутры. Это все из-за Дамира Исхакова. Да. Тут Дамир. Так. О, качество супер нам пишут. Хорошо, все. Давайте, ребята. Всем большое спасибо, что присоединились к нашей беседе, к нашей прямой трансляции. Понимаю, сегодня у нас какой день недели? Среда, рабочий день, да, и 3 часа тоже рабочий день. В общем, мы сегодня хотим с Искандером Леруновичем поговорить о такой непростой теме, которая называется «Татарская экспансия». Теория и практика, то есть что там должно быть, да, что там понаписано и как у нас на самом деле получается. Начну с первого вопроса, почему я решил с этой темы обратиться к Искандеру Леруновичу. Я его знаю как автора одной, наверное, из очень красивых и смачных разносов, идеологических разгромов нашей татарской стратегии. В общем, когда у нас была опубликована наша татарская стратегия в прошлом году, Искандер Лерунович на ресурсе Бизнес Онлайн написал статью, или вы взяли интервью, по-моему, да? Да. Вот, и я там, значит, прочел вот такой ваш посыл, ваш тезис, что в нашей татарской стратегии нету никаких алгоритмов, признаков, идей по продвижению татарской идеологии, татарской культуры, татарского языка. То есть нету этой вот алгоритмов экспансии, да, как я называю. Ну, конечно, тут встает вопрос, а должен ли в таком документе, как стратегия татар, быть вообще что-то связанное с экспансией? И вы знаете, вообще-то в башкирской стратегии есть вот эта вещь, которая связана с экспансией. У них там четко определен регион, куда они идут в своей башкирской экспансии, это северо-запад Башкортостана. Инструментарий, значит, они туда влезают с идентичностью в виде родоплеменной идентичности, которую они внедряют сейчас активно, и, значит, диалект северо-западный башкирского языка, который тоже они внедряют. То есть у них, у ребят, у башкир есть, значит, вот это вот их башкирская экспансия. Вопрос, есть ли у татар башкирская экспансия? А теперь, почему я выбрал саму тему экспансии у татар? Так как я сейчас очень сильно разбираюсь со всем тем добром, что написали башкирские интеллектуалы про татар, там всяких философов типа Азат, Бердин и так далее, в общем, наши башкирские коллеги очень классно описали, что якобы есть какая-то татарская экспансия. И, значит, они говорят, спасите, помогите, вот на западе Татарстан сейчас отберет пол Башкортостана. То есть, в принципе, татарам нарисовали красивый образ татарина-экспансиониста, поэтому они должны защищаться. Форму они, конечно, нам дали, но если у нас содержание экспансионистское, да, наша интервенция татарская, есть ли она? Вот. И второй момент, так как я выпускник ИСТФАК, в принципе, у всех наших учителей слушал лекции, у меня складывается ощущение, что у татар есть образ экспансии, но в основном он сейчас больше сведен к истории Золотой Орды, когда, в принципе, у нас произошла реальная экспансия на Евразии, когда как бы и нас завоевали булгарское государство, и мы встроились, и потом вот это вот осваивали пространство евразийское. И тоже экспансионистский момент, это значит 19-18 век, татарская буржуазия, накопление капитала, тоже своеобразная татарская экспансия. Поэтому, Искандер Лерунович, давайте начнем нашу беседу. И первый вопрос, на который, наверное, я бы хотел, чтобы вы постарались ответить. Есть ли у татар сегодня право на свою стратегию экспансии, наступления? Или мы должны вот закрыться и сохраняться? Ну, очень, мне кажется, важный вопрос, важная тема.
И для того, чтобы раскрыть ее, мне кажется, нужно обратиться к самому термину, что такое экспансия. Оно происходит от латинского экспансио, то есть расширение, развитие. И этим, мне кажется, объясняется важность самого этого термина. То есть предполагается некое развитие, движение чего-то. Поэтому, когда мы говорим о татарской идеологии, то мы понимаем, что она должна расширяться, развиваться, занимать какие-то новые ниши, принимать какие-то новые формы. Как говорит та же самая латынь, non progredi est regredi, то есть нет прогресса, значит есть наоборот регресс и падение. И уже неоднократно упоминавшееся в произведении Льюиса Кэрролла по Алисе в Зазеркалье говорится, что для того, чтобы остаться на месте, надо бежать очень быстро. А если хочешь куда-то прийти, надо бежать еще быстрее. Так вот, получается, что когда мы говорим об экспансии, это мы говорим вообще о существовании нации как таковой. То есть, если нация закрылась, завернулась в какую-то раковину, то она скоро превратится в ископаемое, которым усеяны берега Волги, Девонское море. Вот окаменелые, окостенелые как раз обречены на вымирание. Живет и развивается, и проводит экспансию только какой-то живой организм. Вообще, если задуматься, что для человечества вот сама экспансия, само развитие, это, конечно же, какое-то движение. И для человечества движение это была нормой жизни. Это вот сейчас мы привыкли, что люди живут, работают, умирают практически часто не выходя из одного и того же дома. Рождаются в нем, женятся, рождают детей, работают, учатся и заканчивают свои дни. Но не так было, конечно же, еще в совсем недалеком прошлом, когда человечество осваивало землю. И мало того, что освоило практически каждый участок земной суши, что без постоянного движения, постоянного развития просто невозможно. Подсчитано, что для того, чтобы освоить индейцам, которые перешли будущим индейцам, которые перешли через Берингийскую сушу и дойти до огненной земли, потребовалось, по нашим меркам, не так много времени, в районе около 1000, может быть, 2000 лет. Огромный южноамериканский континент, где огромные территории занимают горы Кордильеры, амазонские джунгли и пустыни, степи. Тем не менее, человечество проникло, причем несколькими волнами, достигло огненной земли и там приспособилось к жизни. Причем на самой огненной земле, что самое интересное, было 3 общины людей, которые занимались совершенно разными типами хозяйства. Одни, значит, охотились на птиц, зверей, другие охотились только на морозверя. И в целом это очень такой интересный, замечательный пример адаптации человечества. То есть движение, оно всегда связано еще и с адаптацией. То есть продвинуться куда-то без того, чтобы адаптироваться к чему-то, невозможно. Вот в связи с этим, когда мы говорим о татарской нации, то мы должны понимать, что экспансионизм вообще у нас имеет некую негативную коннотацию. Я тоже вот задумался об этом. Потому что встает вопрос,
как не помешать соседям со своей экспансией? Да я думаю, что отрицательная коннотация, она не с этой стороны. Она связана с нашим советским прошлым. И что у меня связано, как у человека в полном расцвете сил, достаточно долго живущим, это что-то типа экспансия американского империализма в Латинской Америке. О, Ну, понятно, что у более молодых людей это нет, не имеет таких отрицательных. я молодой, я родился в 91 году, у меня нету таких клише. Ну, может быть, только вот на уровне моего исторического образования, и все. Вот. Но у вас это, да, сидит. Сидит. Поэтому Как бы. экспансионизм это что-то такое. Слушайте, а вот не поэтому у нас не получилась татарская стратегия, что его писали люди вашего возраста, которым немножко стыдно говорить, что у нас может быть своя экспансия? Ну, если к этой самой концепции, то я бы сказал, что там вообще нет движения никакого. Не предполагается не только не экспансии, но и никакого, по крайней мере, не предложено никакого развития. Вот считается, что мы уже возникли, окуклились и забрались в свою раковину, и вообще не надо ничего трогать. Все так здорово, что вот любое какое-то движение заставит нам выйти из этой раковины, и это все конец, значит, традициям, конец вот этой самой жизни, и вообще ставит на грань вымирания целую нацию. Я-то как раз предполагаю, что вот то, что называется психологами выйти из зоны комфорта, это как раз и есть то живое действие, которое позволит нам развиваться в дальнейшем. Так, вот татары должны выйти из зоны своего комфорта. А в каких направлениях, вам кажется, сегодня нужно татарам идти с экспансией? Я всегда говорил и настаиваю, и считаю, что это вообще самое важное, что у нас есть. Если мы задумаемся над историей татарской нации, о ее возникновении и развитии, то согласимся с тем, что огромную роль в ее становлении сыграло, с одной стороны, образование, а с другой стороны, стремление расширить какие-то горизонты, захватить какие-то новые ниши, познать что-то новое, освоить что-то новое, что предлагают соседи. И вот в постоянной такой борьбе традиционализма и прогресса татары всегда выбирали, во-первых, сторону прогресса и постоянно развивались. Вот сейчас, я думаю, мы стоим на пороге очень серьезного переломного момента. Ну, как и весь мир, просто мы, возможно, вступаем в него чуть позже, но у татар есть определенное конкурентное преимущество в этом. Во-первых, это в значительной степени урбанизированное население. Ну, по крайней мере, я думаю, что процентов на 90 татары это уже городское население. Во-вторых, татары имеют очень высокий уровень образования, интеллекта. Ну, достаточно сказать, вот просто такой пример из газет, что из 3 вакцин от ковида, которые были разработаны в России, 2 были разработаны с участием татарских медиков, ученых, химиков. Так, я знаю насчет этой истории. Дайте я вкину большое сомнение. Эти ребята носят татарские фамилии, татарские имена. Но есть ли в них татарская идентичность? Вот, да, об этом можно поговорить, но сейчас я закончу. Таким образом, у нас есть огромный пласт людей, которые не связаны общинными связями. То есть они, городские жители, они по своему определению дисперсны. Но у всех людей есть желание объединиться. Встретить знакомых людей своей крови, понять, что нас объединяет, что нас связывает. Вот эта тяга
неотделимое это понятие идентичности, оно не просто присутствует, оно не имманентно присуще вообще любому человеку. Можно я засомневаюсь в ваших словах? Так ли уж сильно мы можем доверять городским татарам, потому что, как известно, именно у городских жителей расщепленная идентичность на самом деле. Да. Понимаете? То есть татары в городе, они ситуативно татары. А там, где выгодно, они, не знаю, там болельщики, там Рубина, Акбарса и прочие идентичности. Ну, идентичность, она многообразна, она многоуровневая, но тем не менее татарская идентичность, она не покрывается и не перекрывается другими идентичностями. Наоборот, я думаю, что она даже подпитывается. Например, в свое время очень многие болели за «Спартак», поскольку там играли Досаев, Хидиатуллин, и огромная была такая спартаковская община. Но как появился «Рубин», появилась форма воплощения наших идеалов болельщицких. И вот татарская идентичность стала укрепляться. Но опять же, и Акбарс у нас есть. То есть мне кажется, что это не отрицает, а наоборот подкрепляет вот нашу татарскую идентичность, показывает гордость за достижения нашей команды, республики. Я вот о чем хотел сказать, что население городское, оно, конечно, к нему много претензий, но с другой стороны, вы понимаете, городское население, оно во всем мире уже с 20 века, с начала 20 века, когда просто случилась массовая такая урбанизация, первые столкнулись, понятно, страны Европы, Западной Европы, Америки и так далее. И везде говорили, что все, значит, это городское население снивелировано, что глобализация нас поглотит. Урбанизация. Урбанизация, да, способствует этому. Но что-то нигде не получается такого. Нигде не случилось так, что городское население вдруг перестало быть, потеряло свою национальную идентичность. Нигде нет такого в мире. Вот, чтобы оно вдруг стало каким-то там обобщенным городским населением. Конечно, проживание в обычных городских домах, безнациональная такая одежда. Хрущевки наши. Да. Те же самые стандартные телепередачи и так далее. Все это, конечно, нивелирует. Все это как раз и есть вот эти самые элементы глобализации. Но тем не менее, постоянно везде вдруг какие-то детали выплывают, которые показывают, что люди хотят быть причастными еще к чему-то. Вот эта самая идентичность, она всегда вылезает и всегда проявляется. И вот я как раз хочу завершить. Вот интернет, сетевое пространство позволяет найти своих сородичей, своих соотечественников, собственно говоря, не выходя, погружаясь в вот этот виртуальный мир. И я думаю, что татары, второе дыхание для развития татарской нации найдут именно на просторах интернета. Дисперсное городское проживание, оно нивелирует. А вот выход в это пространство, нахождение своих соотечественников, вот это и будет таким очень сильным моментом развития татарской идентичности. Потому что увидеть татарина, проживая где-нибудь в каком-нибудь в заполярном Певеке, например, очень трудно. Сколько там татар? Вы же может сами быть, 50. из Магадана. Да. Но там, тем не менее, в Магадане, как выяснилось, когда стали проводить первые сабантуи, оказалось, что огромное число татар. Просто никто не ожидал, что такое большое, и сейчас проводится и в Магадане, и в других городах, и это вызывает неизменный интерес, восторг, и многие люди приходят.
И, как обычно, везде это проводится сабантуй, как татаро-башкирские. Потому что башкиры говорят, ну а куда нас-то деть? Мы же братья. Вот в диаспорально проживающих татар и башкир нет никаких, ни трений, ни связи, никакой экспансии. Они все являются единой вот такой общностью. И вот в этом смысле никакой экспансии нет, и никакие завывания, значит, вот, идеологических кликуш из Уфы, они не мешают. Вот как только отъехал там в какой-нибудь Челябинск, там сразу же будет татаро-башкирская община, которые живут душа в душу. И никаких там нет трений. Никто не говорит, что это вот наше, это вот наш язык. Наоборот, все борются за единый литературный язык, который, конечно же, является татарским. Хотя бы его сохранить. И башкиры, как раз диаспорально проживающие, как раз рады этому, хотя бы это сохранить. И свою идентичность. Вот. Но вживую это вот раз в году. Это поддерживает, это, почему является национальным праздником, очень важным, ну, фактически, как там праздник Святого Патрика у шотландцев или у ирландцев, когда они все празднуют, собираются, проводят гуляния, празднования, какие-то совместные трапезы. У татар то же самое. У нас есть такое объединяющее, но это раз в году. А вот постоянно общаться, постоянно спрашивать, стараться узнать что-то о своей культуре, о своей религии, о своей истории может только интернет-пространство. И мы должны, вот если мы говорим о современной экспансии, и чего, к сожалению, не было в этой самой концепции, там вообще не было слова ни интернет, ни слова соцсети. Да. Это как бы за пределами понимания. Я не знаю, писали ли это люди такого почтенного возраста, я, кстати, сомневаюсь. Просто заказ был такой, а вот заказ, к сожалению, делали люди, которые имеют, ну, прям скажем, такое сельское прошлое, которое кажется, что все лучшее у них связано с этой сельской жизнью. Просто надо сельскую жизнь чуть-чуть отрихтовать. Ну, то есть они на самом деле тоскуют не по настоящей сельской жизни, а доме из калиброванного бруса, значит, на отшибе, где, значит, кругом разбиты лужайки, и не надо бегать, значит, там за скотиной и так далее. Вот идеал-то такой. Ну, понятно, что у всех он такой примерно. Искандер Лерунович, давайте поотвечаем на вопросы. Да. В принципе, ваш тезис я сейчас специально резюмирую для наших подписчиков, для наших зрителей. Значит, татарская экспансия быть должна, у татар есть право, и у нас есть теперь новое пространство, новая область, это цифровая. И вот туда татары, мы должны лезть со всей нашей историческим опытом Золотой Орды и там накопления буржуазного капитала татарского. Так, значит, задаем вопрос. Здравствуйте. Значит, задает вопрос у нас 0917-0917. Зачем в Республике Башкортостан стал нужным северо-западный диалект и зачем в СЗ районах РБ мишарские центры стали организовывать? Это идеологический ли удар на татарский народ и экспансия других? Ну, в принципе, мы сказали, что у башкир эта экспансионистская политика есть, и она прописана в их стратегии. Я же вам, наверное, задам такой вопрос. А башкиры-то зачем, почему они нуждаются в своей экспансионистской политике? Им зачем? Я думаю, что это очень... Я читал программу башкирскую, и я считаю, что она построена довольно неразумно. Если бы спросили меня, как делать, то я бы скорее отметил, что нужно башкирам развивать элементы именно своей культуры, подчеркивать те моменты, которыми они отличаются от татар. Но примерно с 40-х, 50-х годов башкиры взяли другую политику, другую идеологию. А максимально приблизиться. Почему-то они думали, что вот этим самым они
создадут некий такой симбиоз на территории Башкортостана, который будет понятен и будет приемлем для татар, которые проживают на территории Башкортостана, и для башкир. То есть будем называть все это башкирским, а на самом деле это все будет, оболочка вся внутри будет татарская. Это мародерство, короче. Ну, можно и так сказать, но я бы без этих самых отрицательных коннотаций. Это просто политика, и ничего больше, ничего личного. Но тем самым получается, что через какое-то время, вот сейчас, когда башкиры пытаются построить какую-то свою идеологию, и вот сейчас как-то ее выработать, то получается, что они уже не могут оторваться от татарской культуры, от того, что они приписали себе. И создать отдельную башкирскую идентичность они уже не могут. И мне кажется, что вообще дело их плохо. То есть, если так пойдет дальше, то они будут неотличимы от татар. Ну, ладно, там в языке не такие большие отличия. Допустим, он татарский, башкирский, я уж не говорю про литературный, даже такой разговорный, он, конечно, не нивелируется. И башкирский превратится в некоторый такой диалект. Но само наполнение культуры, государственные общественные деятели, практическая история, там золотоордынское наследие, там еще, вот все ислам, там и все вот эти все элементы получаются общие у нас. Так что, а чем же мы отличаемся? Тогда закономерно через какое-то время возникает закономерный вопрос: а в чем башкирская идентичность-то? Если все это татарское, то есть тут получается, что они хотят, теперь уже понятно, они поняли, что просто переработать вот этот пласт миллион татар, которые живут на территории Башкортостана, просто невозможно. Поэтому просто ярлыки навешаем, Нет, это башкирское. Нет, надо переработать всех татар, всех 5 миллионов татар, то есть превратить их всех. То есть башкиры могут победить только когда все 5 миллионов татар станут башкирами. Искандер Леронович, давайте им пожелаем удачи. Конечно. Нет, они делают огромное дело, да. Вот на этом пути надо сказать, что вот обзывание этими самыми диалектами, все. Ну, да, не надо им мешать. Еще раз говорю, они выполняют за свои деньги огромную работу, потому чтобы в конечном итоге снивелировать татарскую башкирскую культуру. Когда это будет через какое-то время выяснено, то сами башкиры скажут: ну а что мы, башкиры, там какие-то, или там какие-то отдельные племена, все-таки сейчас надо объединяться во что-то крупное, какое-то новое объединение, большое. И вот тут татаро-башкирская нация, как бы ее ни назови, она станет все более актуальной, какой-то татбаш. Нация, да? Да. Давайте следующий вопрос. Вова Наибулкин. Ну ладно, не будем больше читать некрасивые названия ваших имен и фамилий анонимных. Вопрос такой: почему в Казани памятник захватчикам есть, а памятник героическим защитникам Казани нет? Поправлю этот вопрос. У нас есть мечеть Кул-Шариф. И Кул-Шариф сиит, который участвовал в защите города Казани, но не приклеилось к мечети Кул-Шариф понимание и знание у татарского народа, что вот этот вот исторический человек, историческая личность вот эта вот стояла на защите Казани. Есть почему-то у татар стойкое ощущение, что нам тоже нужен памятник защитникам Казани. Ваше мнение? Ну, опять же, вернемся к истории. Памятника взятию Казани нет. Есть памятник воинам, погибшим при взятии Казани. Так. Ну и его история все-таки довольно туманна. При строительстве железной дороги еще в XIX веке и там каких земельных работ
было обнаружено кладбище, какой-то остаток, видимо, одной из слободских кладбищ. И началась кампания, что вот поскольку здесь когда-то стоял лагерь войск Ивана Грозного, то нужно как-то увековечить вот эту самую память, а тут еще найдены остатки каких-то, никто не проводил серьезных, кстати, раскопок, никто не идентифицировал, какого времени эти останки, ну, просто так было решено назвать их вот останками воинов Ивана Грозного. Вполне возможно, что там и на этом месте где-то и похоронены, но конкретно идентифицировать это невозможно. Но вне зависимости от, это вот как раз мы говорим о реальности и мифе, и о символе. Вот да, символ такой был, понятно, почему в середине 19 века это было актуально, это было нужно, это поддерживалось церковью и государством, но после 91 года татарская общественность требовала как-то уравновесить, внести некий баланс. Раз есть такое, то нужно и увековечить память защитников. Ну, какое-то время были разные варианты памятников. Какие-то я видел, какие-то, очевидно, нет. Но не скажу, что все они мне очень нравились. Там есть, был, помню, такой памятник, такая пирамида, которая в середине воткнут какой-то шар. Значит, как будто бы это ядро разрушающее. Но почему символ татар пирамида, никто не объясняет. Ну и вот я хочу сказать, что очевидно, какой-то символ нам нужен. Почему Кул-Шариф не подходит? Нет, Кул-Шариф вполне подходит. И он почему не ведется такая разъяснительная и идеологическая работа? Ну, я думаю, что потому что с 2000-х годов подчеркивание каких-то конфликтов внутри российского государства в период его становления стало не так актуальным. И власти, все власти, начиная от российских и заканчивая республиканскими, ну, считали, что лучше эту тему не педалировать. Ну, мне кажется, что если был вот восстановлен некий баланс, он бы как раз способствовал вот тому, что меньше стало вот этих самых вопросов и меньше стало бы между народами России вот этих самых терний, которые постоянно, ну, как заноза, сидят в теле и вызывают некоторое раздражение. И вот это раздражение постоянно выплескивается. Я бы сделал так, чтобы вынуть эту занозу и сделать какой-то памятник, который был бы, ну, соблюл какой-то вот этот самый межнациональный баланс. Следующий вопрос. Я тут, наверное, объединю, потому что два очень интересных вопроса. Значит, Ильмян спрашивает, какие возможны пути экспансии для татар? Ну, вы, значит, область цифровизации уже назвали, но вот следом идет интересный вопрос Мунира Фахретдинова. Ильнур, городские татары в основном это вчерашние деревенские люди, но население городское действительно более подвержено влиянию большого брата. Ну, наверное, имеется в виду русификация. Да. А я задал бы вот в каком ключе вопрос. Проблемы городов татар в современном мире. Вот смотрите, я был в Уфе и был очень удивлен. Действительно, в городе, в Уфе до сих пор можно услышать татарскую речь, несмотря на то, что там много табличек на башкирском языке. И мне многие знакомые рассказывали, чуть более старшего возраста, вашего поколения, что Уфа в советское время была именно каким-то татароязычным городом. Чувствовалось такое ощущение, было. Вот. Мои давати и давяни, они переехали в Казань в начале 60-х годов. И их по ним жестко били, когда они в общественном транспорте начинали говорить на татарском языке. Даже была такая история, вот моя давяни работала уборщицей где-то в горисполкоме, и там один из начальников
что-то начал на нее наезжать, типа ты не так подметаешь, и сказал, типа вот плохо вас там татар раньше Иван Грозный завоевывал, надо было совсем искоренить. И в принципе из этого я делаю вывод, что как будто Казань не такой уж и татарский город на самом деле, потому что Казань до начала 20, до начала, ну, до революции, до начала 20-х веков был, по-моему, имперским все-таки городом, русским, с Казанским имперским университетом, имперским духом. Потом вроде бы как нам в Советском Союзе дали немножко о татарице в Казани, но потом опять мы свернули вот в этом направлении советского какого-то космополитизма в нашем Казани. А Уфа как бы как является таким татарским очагом, так и продолжает жить. Правда, на нее сейчас вот навешена вот эта вот угроза башкиризации. Вот на ваш взгляд, у татар какая может быть стратегия по экспансии вот в городском пространстве? Ну, надо сказать, во-первых, что касается городской жизни, городской культуры. Ну, у татар городская культура развита уже, по крайней мере, с X века была довольно развитой. И в период Золотой Орды были созданы огромные мегаполисы, которые Российская империя достигла численности населения, размеров этих городов только в XIX веке. Поэтому тут говорить о том, что традиции городской жизни у нас отсутствуют, это не совсем так. Другое дело, что в силу ряда исторических обстоятельств эти традиции были во многом размыты. Но давайте, когда мы говорим о Казани, что это не такой город, что он русский, имперский город, несомненно, конечно, русский, имперский, но была старотатарская и новотатарская слободы, где говорили исключительно на татарском языке вплоть до 50-х годов 20 века. А может быть, вот эти вот новые старые татарские слободы, это просто был таким татарским гетто, потому что в Уфе, например, татары, татарские торговцы с русскими торговцами как-то жили более, ну, хаотично, что ли. Вот у них не было, в Уфе не было татарских. Везде был татарский район, везде, где были купцы, были татарские кварталы, что в Ижевске, что под Оренбургом Каргалинская слобода, что даже в Финляндии, в Хельсинки, там целая улица, в основном там, где стараются проживать татары. Сейчас, конечно, более размыто это, но раньше все старались покупать дома, магазины именно на Фридрихенкатто. Надо сказать, что вот в советское время, конечно, проводилась специальная политика этнической нивелировки. То есть если в других стихийно возникали какие-то, как, допустим, негритянские кварталы там в Нью-Йорке, или отдельные там мусульманские кварталы, турецкие, допустим, в Германии, то в Советском Союзе, конечно, понимая заранее опасность вот этого, старались, чтобы не создавалось каких-то национальных анклавов. И фактически вот этих самых национальных анклавов в городах нигде не возникло. Надо сказать, что в некоторых сейчас современных европейских странах, в Финляндии, Дании, Швеции, проводится точно такая же политика. То есть там стараются расселять, например, беженцев, курдов, но везде есть квоты, и их расселяют так, чтобы они не собирались где-то там в одном подъезде. Но все равно во Франции, там в Голландии есть Во арабские Франции, кварталы. Да, конечно. Тут, да, Франция упустила этот момент. Я к тому, что сейчас непонятно, как это все сделать и как этого можно достичь. Я думаю, что это будет выстраиваться как-то довольно долго еще. Ну и что советский опыт нациостроительства, он включал в том числе и вот такую создание именно советской нации, а не, хотя это называлось коренизацией, но уже с 40-х, 50-х годов делалась ставка именно на политику советизации. То есть то, что говорится, был ли советский народ, да, конечно, около
даже по переписи, по опросам общественного мнения, 25% называл себя советскими людьми. Я, кстати, до сих пор встречаю людей, вот старше вашего возраста, я у них спрашиваю, ну, у вас не русская фамилия, не русское имя, кто вы по национальности? Стесняются, говорят, нет, Да. не ингуш, советский человек, Да. там, я Высоцкого люблю, там, вот, Да, да. Жванецкого слушаю. Да, да, вот это, да, и смотришь советские кинофильмы, да, да, вот это и есть, да, да, это именно вот Homo советикус, это он и есть, и это самая среда, которая исчезает. Но, а что идет на смену? Да. Вот тут мы как раз и говорим, вот это и есть зона экспансии, то есть мы должны выработать какие-то механизмы, символы вот этой самой национальной идентичности, которая будет дополнять. Ну, вот смотрите, можно ведь сделать так, что татары будут делать коврик для мыши или саму мышку, значит, ну, в национальных цветах. То есть все, компьютер, все это, мы живем среди каких-то очень похожих, очень стандартизированных вещей. Ну да. Но хочется сделать какую-то индивидуальность, чтобы придать им какую-то индивидуальность. Вот возможность придать им индивидуальность, кроме внутреннего содержания, есть еще очень выразительные внешние. Там коврик какой-нибудь, какие-нибудь наклейки и так далее. Вот это, я думаю, что неосвоенное пространство. Ну, потом, одежда. Вот мы говорим городское население, городская история. И часто очень, когда говорим о нациостроительстве, приводим пример шотландского килта. Ну, понятно, что это вообще изобретение 18 века. Шотландский килт — это юбка? Юбка, да. Да, ага. Так называемая. На самом деле она возникла из пледа. Плед действительно был, там оборачивались люди, ходили в этом самом пледе. Но вот это самый килт, юбка, настолько прижились, что сейчас просто невозможно представить себе шотландца без этого. И Ну, это как каждый день, да, каждый один раз в году они все выходят на улицу в национальный, значит, день, все вне зависимости, хоть это Гренландия, причем это зимой происходит, хоть Аляска, но все они выходят в национальной одежде. Такой вот процесс я наблюдал на Украине, когда с 15 года не только день вышиванки объявили, а все люди выходят в вышиванках. До этого не было такой. Вот до этого сколько раз приезжал на Украину, такого опыта и такой моды не было. А сейчас и свадьбы устраивают, и сейчас каждая область старается какой-то свой узор и говорит, вот это именно наш, присущий Ивано-Франковской области, узор на вышиванке и так далее. И они есть очень дорогие, есть и попроще, но везде эта самая вышиванка стала национальным атрибутом. То есть выходит, что не обязательно, что он каждый день не ходит, но в какой-то день ходит, и на торжества какие-то ходит. То есть они стихийно сумели выработать подтверждение вот этой своей идентичности даже в городской жизни. То есть вот это то, что нам не хватает, и то, что вот эту свою экспансию мы должны расширить. То есть на мир безликих урбанизированных вещей мы должны вести наступление. Скандер Лерунович, такой вопрос. Вот Роберт Абдулин, наш постоянный, значит, зритель и всегда пишет комментарии, комментатор, задает такой вопрос. Почему у татар все-таки есть разная самоидентичность? В качестве примера он приводит, значит, крымских и сибирских татар, ну, потому что он сам сибирский татарин. По какой причине возникли такие тенденции? Действительно, вот ладно, сибирские мы еще можем как бы, ну, к нам как-то пристегнуть, да? Но вот крымские, по-моему, совсем сейчас выпадают из нашей вот общей татарской идентичности. Как так получилось? Исторически надо сказать, что тогда, когда начинала формироваться преднация татарская, Какие века примерно? это 17-18 века. Все это происходило в рамках российского государства. Там даже польско-литовские татары не участвовали практически в этом. Во-первых, потому что они были, ну, знать, аристократия.
А во-вторых, потому что последний раздел Польши, который присоединил их и дал им дворянские права, произошел уже в конце XVIII века. Вот. А сибирские татары и многие другие группы, этнотерриториальные группы татар, они стали формироваться именно в рамках Российской империи. А вот крымские татары в это время, их история была связана с Турцией. И в их языке и в культуре очень много таких черт османизма. Ну и сам стиль жизни все-таки отличался от других татар. И все это вызывало вполне очевидно то, что они не то что противопоставляли, наоборот, Исмаил Гаспралы как раз выступал идеологом единства, идеологом нового татарского мусульманства и считал, что главное... мусульманство? Да, то есть российское мусульманство, Ага. то есть включавшее, в первую очередь, он хотел создать, как и многие идеологи, такую мусульманскую нацию, большую. То есть считалось в то время, что малые нации, они не могут считаться нациями. То есть, например, итальянцы в XIX веке еще не считались нацией. Например, когда Мадзини и Гарибальди требовали признать права за итальянской нацией, говорили, что итальянцы не могут претендовать, то есть они не являются нацией. Ирландцам было отказано в том, что они в составе английской нации. И так далее. То есть это такие представления. То есть в отличие от современных, когда даже какой-то небольшой народ может считать себя какой-то отдельной нацией. Тогда считалось, что дело до нации – это какие-то большие общности. Так вот, получается, что в период нациостроительства, которое развернулось уже в середине XIX века, татары объединили многие группы, которые жили в составе уже Российской империи. А вот некоторые отдельно существовавшие, они оказались несколько в стороне. Вот крымские татары, польско-литовские татары, в определенной степени, и буджакские, румынские татары, они оказались в стороне от этих процессов, в силу целого ряда причин. Хотя идеологи старались. И башкиры, кстати, оказались в стороне. Но это тоже понятно, потому что между татарами, которые были достаточно в социальном плане единым населением, башкиры имели социальные привилегии, от которых они не собирались отказываться. То есть башкиры были не только сословием, но и этносом, получается. А те, кто Да. были этносом... Этносословием, да. Это то, что называется этносословием. И они как раз вполне отказывались признавать, что и существует какая-то единая такая большая нация. И сколько ни пытались татарские идеологи придумать какие-то формулировки, татары внутренней Азии и Сибири там, и так далее, чтобы объединить, в том числе и башкир. Татары-мусульмане, значит, и так далее, там как-то тюрки-мусульмане. Но башкирские идеологи как раз не готовы были войти в это объединение. И все это, в конце концов, в 17-19 годах 20 века вылилось в такое сначала противостояние, потом образование Башкирской республики, а потом уже в составе Советской России, уже после образования Татарской республики и после того, как часть Уфимской губернии присоединили к этой самой Башкирской республике, все история развивалась именно таким образом. Искандер Леронович, несмотря на то, что в современной татарской стратегии все-таки нету никаких алгоритмов, признаков татарской экспансии, да, но все равно запрос у населения на продолжение этноконструирования современными инструментами стоит. Сейчас скажу на четком примере.
ко мне достаточно количество, ну, несколько людей, вот татары Башкирии пишут, да, Ильнур, вот смотри, вот у нас тут в Башкортостане, вот по каналу БСТ, значит, есть Салават Хамидуллин, тележурналист, вот он, значит, штампует свои вот эти передачи, где там везде что-то где-то ищет башкирское, ну, это же самое настоящее этноконструирование. Ильнур, а что вы там в Татарстане конструируете? Вы там вообще конструируете современных татар? Вы занимаетесь этим? И вы знаете, я вот не могу сказать, что вот наше татарстанское телевидение занимается этноконструированием. Хотя есть запрос. Люди современные, они прекрасно понимают, что если не продолжишь ты конструировать свою нацию, у тебя она просто-напросто когда-нибудь да исчезнет. Вот вы можете выделить, кто сегодня в Татарстане так или иначе задействован в конструировании татарской нации, продолжает конструировать. Вот башкиры навесили вот этот ярлык, марджинисты, да, вот идеологические. Такое ощущение, что они, по-моему, они все-таки переоценивают то, что занимает сегодня институт Марджани, или нету? Это вот просто как немножко такое ответвление от вопроса. Так, кто сегодня у нас конструирует татарскую нацию? Ну, во-первых, хотя мы и говорим, что вот Марджани сыграл роль идеолога в формировании татарской нации в середине второй половины 19 века, но мы должны прекрасно понимать, и мы отдаем себе отчет, что если бы его призыв и его действия не нашли отклика среди самых широких масс населения, если бы вот тяга к джадидизму не была проявлена всем народом, и не только народом, но и людьми, у которых были средства для того, чтобы организовать, содержать эти школы, то никакой бы нации, возможно, не состоялось. То есть здесь вот то, что Гаспралы как раз и говорил, что единство действий, помыслов, мыслей, да, и языка. Вот без такого организованного единства ничего не получится. Поэтому сказать, что сейчас вот есть Всемирный конгресс татар, который является таким звеном, который занимается тем, что формирует татарскую нацию и так далее, и так далее. Ну, трудно сказать. Трудно сказать, что Всемирный конгресс татар конструирует занимается конструированием. Ну, во-первых, конечно, он занят какими-то организационными делами, а не идеологией, к сожалению. Здесь очевидно, что, как и в Башкортостане, я думаю, что нам нужен какой-то свой такой идеологический центр, который бы этим занимался. Но я бы не переоценивал все-таки вот этих самых организационных рамок. Я еще раз говорю, вот мы, татары, вот в плане экспансионизма были всегда сильны такой рассредоточенностью. Единство помыслов было, и все смотрели, как делают в других регионах. Допустим, те же самые Ромеевы издавали, как появилась возможность, газету. Вслед за этим и другие тоже стали в других местах, понимая ее значение. Вот везде вот такое идет спонтанное движение, но оно направлено всегда в какое-то единое русло. Не обязательно иметь какой-то, вот мы привыкли, что там ЦК КПСС, значит, направляла идеологию, давала цели, целеполагания, организационные формы, и весь народ, значит, двигался туда. Оказалось, что, в общем, и народ туда не двигался, и целей никаких не было. Поэтому я думаю, что вот концепция, она чем отличается, и почему мне не нравится башкирская концепция? Не потому, что это, ну, такая программа КПСС, но направленная в сторону, ну, поддержки башкирского народа. Я считаю, что концепция должна быть немножко составлена по-другому. А почему вот это не делается? Да потому что, вот я уже сказал, что считается, что мы уже заняли как бы вот раковину свою. И вот мы сидим в этой раковине, значит, пока мы там сидим, никто нас не трогает.
Как только мы миру приоткрылись, так что мы стали уязвимы. Вот желание, значит, или там сделал шаг, уже вышел на улицу, уже опасность есть. То ли под машину попадешь, то ли кирпич. Вот лучше ничего не делать. Вот и так все хорошо. Не надо ничего мешать, не надо ничего делать. Вот. Но понятно, что люди, которые живут, особенно там, где есть такое, знаете, вот из геологии такой пример. Ну, главная теория, что существуют такие тектонические плиты, движение которых и создает вот это самое, так называемый plate tectonic, да, плавающих, дрейфующих вот этих самых континентальных плит. Вот там, где они сталкиваются, там образуются горы, идет какой-то процесс вулканический, и землетрясение там возникает, и проваливается, значит, какая-то плита другую подминает. Вот на территории современного Башкортостана, ну, фактически весь 20 век шло вот это самое сдвижение вот с этих самых плит. И то, что это 100 лет уже длится, тем не менее, не перестает быть актуальным, потому что, ну, еще раз говорю, Башкортостан никак не может, сколько он программ не напишет, переварить эту массу татар он не может. И это он просто создает инертную массу среди татар, которые начинают осознавать необходимость борьбы и развития своей идентичности. И вот именно здесь вот как раз и среди татар, которые диаспорально проживают, я бы поэтому, вот, когда говорят Казань, но Казань не единственный город, вот, как не единственный? Где может развиваться татарская мысль. Вот еще раз говорю. В Астрахани современной разве может развиваться татарская Конечно, мысль? и развивается. А в Нижнем Новгороде? А вот в Москве у нас сколько? И в Москве, и в Петербурге, и, уверяю вас, развивается. И скоро, я думаю, что из-за рубежа будет нашей прекрасной родины тоже. Там эти московские татары помахивают нам кулаком, говорят, мы сейчас создадим альтернативный всемирный конгресс татар. Это не исключено, что это очень хорошо, потому что чем больше конкуренции, тем больше, значит, будет какого-то борения. Я боюсь, Всемирный конгресс татар, это я бы приветствовал. Если бы он объявил, что Всемирный Мишарский конгресс, я бы засомневался. А татарский так сколько угодно. Наоборот, чем больше будет такого борения, напряжения национального, тем лучше. Вот это и есть искра, которая начинает заставлять людей выйти из этой самой зоны комфорта и начать ощущать себя татарами. То есть пока нет к тебе каких-то вопросов, пока идентичность не поставлена перед выбором, ее невозможно проверить, есть она у тебя или нет. Вот когда идентичность становится перед ударом такой же идентичности, вот тут растет понимание, а почему мы-то кто? Если все эти вот такие, эти такие, а мы-то кто? Это возвращаемся к вопросу и ответу, который дал на это Марджани. Кто ты, как не татарин? Институт Марджани занимается сегодня этноконструированием? Я думаю, что это практически единственный институт, который, ну, институт не в плане... институция, может быть. Да, а именно как институция. Ну, то есть единственный, кто делает это научно, последовательно и делает это с продвижением, ну, с какой-то стратегией продвижения вот этой самой идентичности. То есть там есть и научная составляющая, там есть и и свой сайт, и там выставляет и все конференции, и все выступления, делаются публикации. Вот это, считаю, единственное место, где так активно пропагандируется татарская идентичность.
Просто другие институты, к Татарстанский сожалению, муфтият. Татарстанский муфтият, мне кажется, занят какими-то своими проблемами. У него есть свое поле, которое он Религиозная вспахивает. идентичность, то есть. Да. И в определенный момент это вечный такой вопрос, который стоял еще, видимо, и перед Маржани, который вынужден был сделать выбор. Сейчас я бы сказал Выбор так. между чем? Нет, он должен или развивать муссульманское, ведь до этого Или национальное. Да, или национальное. И он стоял перед серьезным выбором. И он сделал это в пользу национального. То есть, если бы, смотрите, как в Югославии вот эти самые, то, что мы называем боснийцы, просто мы называем боснийцы, потому что другого названия. На самом деле у них идентичность мусульманская. Это единственное в соцлагере национальная общность, в названии которой были мусульмане, а в вероисповедании написано атеисты. Потому что, это язык у них сербо-хорватский тоже. То есть это в свое время, почему они жили-то в городах? Это в свое время сербская знать, которая перешла в турецкое подданство и приняла ислам. И почему они жили-то, как раз проблема-то, вот территориально их никак, было сложно объединить в какую-то республику. Потому что они городское, это было очень развитое, образованное, современное население. И не сталкивались они до этого с такими вызовами, что там их истребляли за то, что они мусульмане просто. Вот мусульманская идентичность была развита и в Турции. Многие сохранились записки, когда в Стамбуле кто-то обращался к людям и говорил, что он турок, то могли даже побить на улице. Потому что жители Стамбула вообще не считали, они считали мусульмане мы, но турок это уничижительная кличка какого-то сельского жителя, который там бегает за овцами в Анатолии. И только Кемаль Ататюрк сказал, вот это вот и есть настоящее тело турецкой нации, и поднял вот эту самую турецкую идентичность и приложил к этому серьезные усилия. И сейчас, спрашивают все никакие не мусульмане, а все турки. Искандер Лерунович, начинаем потихонечку закругляться. Наверное, уже один из последних вопросов. Опять Роберт Абдуллин задает вопрос. Каковы современные реалии по присоединению к общности татар, афганских, монгольских татар и обучению их литературному языку? Я сделаю более серьезнее вопрос. Искандер Лерунович, действительно, ваша оценка, у нас появился новый фронт для экспансии, афганские татары. Можно ли их как-то экспансировать, или эти ребята уже самостоятельные совсем? Я так скажу, что исторически ни одна форма существования этноса, нации не является окончательной. Нет движения, нет прогресса. И здесь, чем больше мы будем привлекательными для других этносов, которые хотят считать себя татарами, хотят войти в состав татарской нации, тем лучше. И про монгольских там, это небольшие группы, они не хотят, я насколько понимаю, чтобы их считали татарами и чтобы они куда-то переселились или там объявили себя, значит, нашими родственниками. Им довольно хорошо. И по одну сторону границы, и в Китае. А вот афганские, которые, очевидно, сейчас будут испытывать серьезное такое давление, не исключено, что вполне возможно является такой важной составляющей. Но единственное, что при
принятия, абсорбции их нужно иметь какую-то программу, нужно иметь какую-то политику, как их принимать, как с ними работать, с тем, чтобы не возникло никаких негативных тенденций. Искандер Лерунович, если вас завтра позовут почитать лекцию по этногенезу татар, поедете в Афганистан? Да, почему нет? Ну, почему нет? Ребята, Ну, если гарантированно, будет гарантирована, да, безопасность? да. Хотя я понимаю, что сейчас современно в Афганистане даже для американских солдат не гарантировано. Но это абстракция. У нас, кстати, в Академии наук даже разрабатывалась программа, ну, сейчас свернута, конечно, по изучению, значит, этих татар, в том числе археологическая, но еще совсем недавно, до 1975 года, Афганистан вообще был тихой, мирной провинцией. Советские археологические экспедиции там работали как на курорте. Были все люди вежливые, серьезные. Советский Союз строил там гидроэлектростанции на Вахше. И вообще все было замечательно. Пока, наконец, советское правительство не решило, что они готовы к тому, чтобы стать страной социалистического выбора. И все после этого пошло прахом. Вот если не давать такой вот людям выбор, то на самом деле через какое-то время все начинают жить хорошо, спокойно, и не будет никакой войны и никакой экспансии исламского фундаментализма. Я думаю, что когда война прекратится на территории Афганистана, все со временем устаканится. Ну, так или иначе. в принципе, наверное, и сами афганские татары могут к нам приезжать. Несомненно. Вот, И учиться в наших учиться, университетах. конечно. И это один из, еще раз говорю, что любой человек, который хочет быть татарином, неважно, там, какое он имеет происхождение, допустим, он из Узбекистана или это, в конце концов, вот даже посмотрите на сборные, которые играют. Половина африканских сборных это жили, учились в Англии, Франции, Италии и других странах. Но это не мешает. Значит, у них есть идентичность, представление о том, что они, хотя живут в Европе, в Евросоюзе, в какой-то из стран, но тем не менее они сохраняют свои корни. В том числе и я думаю, что диаспоральное проживание это обычное состояние для татар. Вот что нас раньше объединяло, там, газеты, книги, какая-то общественная деятельность. То есть сейчас это все может быть замкнуто через интернет. И те же самые лекции, допустим, для афганцев, вполне возможно, можно и читать через интернет. И не обязательно физически там присутствовать, подвергая себя всяческим опасностям. Поэтому мне кажется, что вот это еще один пример и то, что показывает необходимость завоевания вот этого интернет-пространства. В общем, ребята, закругляемся. Хочу отметить, что до начала нашего стрима, нашей прямой трансляции у нас было 5 дизлайков, сейчас у нас стало 2 дизлайка. То есть каких-то 3 людей мы, видимо, переубедили, смогли доказать, что да, у татар может быть своя стратегия экспансии. Я резюмирую, и, наверное, вы тоже сможете тоже резюмировать и сделайте какой-нибудь посыл нашей аудитории. В общем, я какой делаю вывод. Думаю, что Искандер Лерунович смог объяснить, почему сегодня татарам нужна стратегия экспансии. Мы четко обозначили даже направление, область, куда татары должны идти и завоевывать, прям полная должна быть захватническая работа наша вестись. Да? И в современном мире не нужно стесняться
своей экспансионистской идеологии, потому что экспансионистская идеология есть у башкир, да, она формально прописана, да, она на государственном уровне, сделают, не сделают они, получится, не получится, это уже другой вопрос. Ну и давайте не будем забывать, что современный русский мир, он тоже, в принципе, делает экспансию. Донбасс, ЛНР, Крым — это все-таки тоже производные от русской экспансии. И мы в современном мире просто без стратегии экспансии, наверное, и не выживем. Поэтому стратегия экспансии — это еще один из способов существования просто как таковой. Вот, Искандер Лерунович, вам слово, ваше заключительное посыл в нашу аудиторию. О, кстати, один дизлайк стал. Ну вот, пример, вот мы когда говорим об экспансии, и еще раз говорю, мы все равно подспудно понимаем некое такое территориальное приобретение. Я бы все-таки говорил, что наша цель, наш экспансионизма, это завоевание ментального пространства. Вот это и есть самая важная борьба, которая развернется в 21 веке. Борьба за интернет, за души, умы людей. Но одновременно не надо забывать, что это не просто интересное времяпрепровождение и интересный способ существования гуманитариев каких-то. Ведь интернет — это еще и способ ведения бизнеса. И многие стратегии современного бизнеса вполне успешные, основаны на развитии интернет-технологий. Вот даже какие-то национальные сувениры, национальная кухня, национальный туризм и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле огромная почва, огромное поле деятельности для современных людей, которые готовы осваивать это пространство. И вот не везде можно побывать самому лично, но через вот это пространство мы можем дотянуться куда угодно. И обнять кого угодно, и поддержать кого угодно, и даже провести какие-то сделки с кем угодно. Вот надо думать, как это можно использовать, как можно с этим работать. И я думаю, что татарская нация как раз готова самой историей к тому, чтобы стать первой в этой самой сфере. Так, большое спасибо вам за беседу. Наша небольшая экспансия удалась. Теперь у нас ровно 1 дизлайк и 49 лайков. Ну, без одного дизлайка невозможно. Он должен быть всегда. Один какой-то скептик, недовольный нами. Всем спасибо, всем пока. Спасибо за совоз.